Заседание парламента должно было начаться еще в 11 часов дня, однако к этому времени сессия не началась, зал был полупустой. С опозданием заседание началось ближе к 12. Одним из предложенных вопросов было назначение даты выборов, а также депутат Алтынбек Сулайманов предложил в первом чтении рассмотреть законопроект о снижении избирательного порога. Депутат Талант Мамытов заявил, что не знал о повестке дня и возмутился тем, что на сайте не было его. Он заявил, прежде чем выносить на рассмотрение палаты, вопросы должны быть обсуждены во фракциях. Экинчиден, мындай элди заблуждениеге алып келбесиңер. Коомдук талкуу болуш керек. Эл дагы биз менен кошо, жогорку кеңеш менен кошо отуруп, ошол мыйзамдарга өзүнүн пикирин жазсын. Жарандык коомдор, бизде активдүү жарандык коом бар. Ошол процесстерге катышышыбыз керек. Бүт ушул нормаларды аткарып, давайте анда жазгыла, ушуну чыгаргыла, ошондо тагылып кылабыз да. Азыр бул башка маселе болот атпайбы? Не надо путать кашу вообще с чем-то другими вещами, да? Санын азайтабыз деп сапат жагынан дагы. Жана эки жолу шайлангандан көп шайланган депутаттарга жол берилбесин деп. Бул элдин талабы, жаштардын талабы. Депутат Умбеталы Кадралиев согласился с Мамытовым. Он отметил, что депутаты должны были обсудить назначение даты выборов до того, как вопрос вынесен на палату. Эмне үчүн мындай проблема болуп атат, билесизби? ЦИК кечинде чыгарып атат. Шайлоо күнү боюнча. Эмне үчүн дегенде сиз как спикер катары шарт түзүп беришиңиз керек да. Мен сизге сунуш кылайын технически да. Өзүнүн жумушка эле чыгып, кабинеттерге барып, эшиктери жок, ошол жерге ремонт кылып отуруп иштей бербейлиби? Көрдүңүзбү? Жозо мындай эле азыр время идет на часы да. Ушинтип азыр проблема боло берет биздечи. Мамытов настоятельно говорил о необходимости услышать голос народа и рассмотреть вопрос проведения референдума. Бирок дагы бир талап, биз неге каршы болуп атабыз? Депутаттардын санын азайтыш жөнүндө маселе болуп атат. Ошол себептен ал конституциялык норма. Ошондуктан референдум аркылуу барайлы деген пикир болуп атат. Каршы болуп аткан себеби ошол референдум аркылуу депутаттардын санын азайтып туруп барайлы деген сунуш болуп атат. ЦИКу тоже досталось. По мнению отдельных депутатов, нынешний состав ЦИК не имеет морального права проводить повторные выборы. Сейчас не время вспоминать о своих недостатках. Сейчас нет возможности работать как ранее. Все разрушено. Еле как собираемся на заседание. Сегодня кворум полноценно собрался. ЦИК объявил выборы. Мы не можем здесь говорить о нарушении, так как они делают свою работу. Таким образом, депутаты разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает рассмотрение изменений в избирательное законодательство, и тех, кто против рассмотрения поправок, так как повестка дня не была опубликована на сайте. Эти же депутаты поддерживали вопрос рассмотрения референдума. Объясните нам с юридической стороны, каким путем вы собираетесь проводить референдум? Есть какое-то заключение? А то с целью понравиться кому-то можно разные вещи говорить. Так, депутаты проспорили о повестке дня целых 2 часа. В конце Алтынбек Сулайманов попросил Омирбека Текебаева, как аксакала жогорку кеңеша, высказать свое слово. Сейчас есть два пути – провести выборы, и те партии, которые выиграют, пусть сами проводят конституционную реформу. Второй вариант – не проводить выборы, следовать требованиям народа и перейти на президентское правление. Пройдет 1-2 года. Я знаю характер людей. Если пройдет эта система, то у нас не Казахстан, не Узбекистан, а Туркменистан будет. Мы сейчас гордимся своим характером, но потом, как парламент Туркменистана, будете переклоняться. Там есть такое – будете аплодировать в полусогнутом положении. В итоге, после 2-часового спора депутаты утвердили повестку дня. Так, в повестке дня было принесение присяги новых депутатов Аккулу Бердиева и Арзебека Карыбекова, отставка генпрокурора Откурбека Джамшитова, назначение даты выборов президентом, внесение изменений в выборное законодательство. 73 депутата утвердили повестку дня, 15 были против. Далее депутаты начали рассмотрение концепции изменений в выборное законодательство. Один из инициаторов законопроекта Алтынбек Сулайманов сообщил, что вносятся 3 основных изменения. Первое – это снижение избирательного залога с 5 миллионов до 1 миллиона сомов, снижение избирательного порога с 7% до 3%, упорядочить голосование по форме 2. Также есть предложение Аллы Карашева. Либо человек работает на государственной или муниципальной службе, либо он должен уволиться и принимать участие в выборах. Однако и тут некоторые нардепы начали вносить свои предложения в законопроект. Мисалы, муниципальный кызматкерге же мамлекеттик кызматкерге талаптар бар да, мынча жыл иштеш керек, мынча
Андай талап жоқ, жоқ андай. Анан Алтынбек Турдубаевич. Алтынбек Турдубаевич. Эл анан жанагындай сын пикирлерге жанагындай чимкирикте ошондон чыгып атат да сүйлөө. Талап болуш керек. Однако к этому времени в зале отсутствовала половина собравшихся депутатов, и спикер Канатбек Исаев подсчитал голоса лишь тех, кто присутствовал. А после двухчасового перерыва было решено пересчитать голоса за и против концепции. Айдон Беков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.